Привет-привет! Меня зовут Ажар, и мы продолжаем с вами запоминать казахские слова. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, но хотели бы постепенно начать разговаривать на казахском языке и понимать его. В каждом моем видео я рассказываю демонстрирую способ, как это можно сделать легко, быстро и эффективно. Кстати, этот способ можно использовать не только для запоминания казахских слов. Вы можете запоминать любой другой язык или любой другой термин, если используете это слово. Понять, разобраться и запомнить любой термин, любое слово. Поэтому это очень хороший, эффективный и универсальный способ познавать новые вещи. Сегодня мы будем запоминать слово «мысык». «Мысык». Вот это «к» с хвостиком, оно звучит как «к». Не «к», не «х», а «к». «К». «Мысык». «Мысык». Кошка. Для того, чтобы хорошо запомнить это слово, посмотрите либо на саму кошку. Если у вас нет кошки, посмотрите на ее фотографию или картинку. В данном случае фото кошки. Посмотрите. Обязательно нужно посмотреть что-то, что заменяет саму реальную кошку, или кошку реальную, или то, что заменяет реальную кошку. Почему? Потому что тогда вы можете связать в умственном варианте это слово и в физическом это слово. И тогда вы точно запомните это слово навсегда. Теперь по обыкновению мы составляем предложение со словом «мысык». Подставляем в русские предложения слово «мысык». У нас когда-то жило две мысык. И, кстати, они прожили очень длинную жизнь для мысык. Одна кошка жила 19 лет, одна мысык жила 19 лет, другая мысык 18,5, ну тоже почти 19 лет. Домашние очень сильно привыкли к нашим мысык. Мысык очень чистоплотное животное. И мы с самого начала приучили мысык к тому, чтобы ходить в отдельно специально отведенный ей лоток в туалет, и чтобы она нигде не гадила. Вот. Некоторые хозяева могут приучить своих мысык ходить даже в туалет, в унитаз и даже смывать. Я не знаю, правда это или нет, или может это уже искусственный интеллект такие видео делает, но мне кажется, может быть даже так. Вот. У моей подружки был такой черный мысык, и однажды он лежал на фоне черной сумки, и мы его даже не заметили. Он слился прям с мысык, и только два глаза показывало, что это не просто сумка, а это реально мысык лежит. Вот. Почему-то у русских черный мысык ассоциируется с чем-то нехорошим. И говорят, что если черный мысык перебежал дорогу, то тебя ждут какие-то неудачи. Но мне кажется, это не совсем правда. Правда то, во что верит сам человек. Если человек верит в это, может быть реально что-то произойти. Если в это человек не верит, то это и не произойдет. После мысык, конечно, ужасно много шерсти. И приходила, и шерсть клубилась, клубками валялась на полу. Их нужно было все время подметать, пылесосить и так далее. Сейчас мысык у нас уже умерли. Вот. И первая мысык, и вторая мысык уже умерли. И поэтому шерсть уже не болтается на полу. Моя дочь ходит в дополнительное учебное учреждение, и там на улице у них живет мысык. Она каждый раз подкармливает ее, и даже ей там поставили такой теплый домик. Купили и поставили теплый домик, чтобы она не замерзла зимой. У меня был когда-то, когда я жила с мужем в частном доме,
У меня был очень-очень умный мысык. Он каждый день приносил по одной или по две мыши и кидал нам перед нами. И хвастался своим трофеем. Он был очень умный. Его звали Голди. Вот таким образом составляйте предложение со словом «мысык». Это кошка. До тех пор, пока вы полностью и навсегда не запомните это слово, и вам не нужно будет снова и снова возвращаться и запоминать это слово. Количество повторений, количество предложений очень важно, играет большую роль, основную роль, я думаю, для того, чтобы вы раз и навсегда запомнили это слово и потом в жизни с легкостью могли его использовать. Так что пишите комментарии, что у вас вышло, что у вас получилось. Были ли у вас мысык в доме, есть ли у вас мысык в доме, и какого они окраса. Используйте, применяйте это слово в своей жизни. И у вас все будет хорошо в отношении казахского языка. Пишите комментарии, жду от вас комментарии, пишите, ставьте мне лайки, делитесь моим каналом. Делитесь с людьми, которые тоже хотели бы научиться понимать и разговаривать на казахском языке, и делать это постепенно и с победами, а не с поражениями. Мы хотим побеждать, двигаясь к нашей цели. Так что пока-пока.